Вообще, мы уже переполошили, потому что мы понимаем, потом просто... Да, спасибо. Можно начинать. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем установочное заседание Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. Сегодня на вас лежит очень важная миссия. Вам предстоит выработать положение об Республиканском методическом объединении учителей иностранного языка, определить задачи, которые вы будете решать в течение этого учебного года и в последующем. Все это, конечно, необходимо для того, чтобы совершенствовать нашу республиканскую систему образования. Желаю вам успехов в вашем нелегком деле и приглашаю начать работу. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим установочное заседание Республиканского методического объединения учителей иностранного языка, так как в свете происходящих модернизационных процессов в образовании очень остро стоят вопросы взаимодействия в рамках выполнения поручений нашего президента, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И зачастую наша с вами разобщенность не способствует эффективной деятельности. Мы с вами иногда изобретаем велосипед, тогда как он уже долго и успешно функционирует в каком-либо муниципалитете. И на сегодняшний день назрела необходимость в объединении наших усилий, в формировании единого образовательного пространства на уровне Республики Коми. Наше сегодняшнее заседание будет посвящено следующим вопросам, которые вы видите на слайде. Мы с вами рассмотрим принципы формирования состава Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. Мы с вами примем, надеюсь, положение о Республиканском методическом объединении учителей иностранного языка, утвердим план заседаний и направления работы Республиканского методического объединения учителей иностранного языка и поговорим о концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области иностранные языки. И если у вас возникнут вопросы, я призываю вас активно включиться в обсуждение, участвовать в чате, задавать их, мы увидим и постараемся ответить. И сегодняшнее заседание проводим мы, председатели Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. Я, Поликарпова Татьяна Дмитриевна, заведующая кафедрой общего образования Коми Республиканского института развития образования, и Барышникова Юлия Юрьевна, директор Института иностранных языков СГУ имени Екатерины Сорокина. Наше Республиканское методическое объединение учителей иностранного языка было создано приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 28 августа 2017 года номер 279-П. И согласно этому приказу, целью нашего Республиканского методического объединения является совершенствование и развитие профессионализма учителя. Но и также мы видим основной задачей нашего Республиканского методического объединения предоставление площадки для обсуждения проблем, а также принятия решений по вопросам
изучения иностранного языка, профессионального развития учителя иностранного языка на уровне Республики Коми. Кроме того, до конца 2017 года должны быть утверждены концепции преподавания учебных предметов, которые явятся основанием для внесения изменений в федеральные государственные образовательные стандарты и, соответственно, на уровне учителя внесение изменений в рабочие программы учебных предметов. Таким образом, разработка предметных концепций – это один из ключевых моментов модернизации содержания образования. И разработка предметных концепций привнесет автоматически изменения примерных и основных образовательных программ. На сегодняшний день утверждены 3 концепции. Это концепция развития математического образования, концепция преподавания русского языка и литературы и концепция нового учебного методического комплекса по отечественной истории, так называемый историко-культурный стандарт. И до конца 2017 года разрабатываются концепции тех учебных предметов, которые вы видите на слайде. И выстраивание механизмов обновления содержания выстраивается следующим образом. Концепция, принятая, привнесет изменения в требования к результатам федеральных государственных образовательных стандартов, освоения федеральных государственных образовательных стандартов, соответственно, в контрольно-измерительные материалы, и, соответственно, это повлечет за собой изменения в требованиях к экспертизе учебников и учебно-методических пособий. Мы увидим новые учебники или обновленные учебники и учебно-методические пособия, с которыми нам будет необходимо научиться работать. Где же наше место как республиканского методического объединения учителей иностранного языка? Дело в том, что на методические объединения учителей возлагается достаточно серьезная и важная задача. Задача экспертизы, научно-методической экспертизы учебников и учебных пособий. И на данном слайде мы видим, каким образом осуществляется экспертиза, прежде чем учебники будут попадать в федеральный перечень. Общественно-профессиональная экспертиза будет осуществляться на уровне ассоциаций учителей-предметников. Республиканские методические объединения на своем уровне, на уровне региональном, будут осуществлять региональную экспертизу научно-методическую. И на уровне федерального учебно-методического объединения будет осуществляться научно-методическая экспертиза, соответственно, уже федерального уровня. И только после прохождения всех этапов экспертизы концепция будет приниматься и, соответственно, будут вноситься те изменения, о которых я уже сказала. Изменения, которые будут включены в федеральный государственный образовательный стандарт и, соответственно, которые повлекут за собой изменения в те важные документы, которые раскрывают и конкретизируют сам федеральный государственный образовательный стандарт. Система взаимодействия на всех уровнях
осуществляется следующим образом. На федеральном уровне принимаются концепции и дорожные карты по их реализации. Соответственно, на региональном, на республиканском уровне разрабатываются дорожные карты республиканского уровня на основе тех карт, которые приняты на уровне федерации. И локальный уровень, то есть это уровень муниципалитетов, будут реализовываться задачи, которые указаны в этой дорожной карте, и, соответственно, будет предоставляться информация о выполнении поставленных задач, о тех проблемах, с которыми столкнулись муниципалитеты, с которыми столкнулись учителя при выполнении этих задач. Что касается механизмов обновления содержания образования, то нужно отметить, что республиканское методическое объединение занимает в этой системе одну из ключевых позиций. Тесно взаимодействие с федеральным учебно-методическим объединением, республиканское методическое объединение будет направлять свою деятельность на сотрудничество со всеми общественными организациями, службами повышения квалификации педагогов и представителями работодателей. Ну, вы видите, что система достаточно разнообразна, она включает все заинтересованные стороны. И таким образом, участвуя в республиканском методическом объединении, мы можем получить поддержку нашим идеям на уровне не только профессионального сообщества, но также на уровне общественности. Таким образом, мы с вами объединяемся для того, чтобы оперативно узнавать, что происходит, для того, чтобы оперативно понимать, что происходит в отрасли, ну и для того, чтобы принимать по этому поводу необходимые решения. И у нас с вами на повестке дня еще один вопрос. Это обсуждение плана нашего республиканского методического объединения. Вы получили, все зарегистрированные участники получили рассылку, и вам было предложено принять активное участие в обсуждении этого плана. Если у вас в процессе нашей трансляции возникнут предложения, мы просим направлять их для того, чтобы мы могли оперативно включить все необходимые вопросы в наш план. Если у вас не возникло никаких дополнений, то я предлагаю высказать некое мнение по поводу этого всего, и давайте проголосуем. Мы примем план в таком виде или... Пожалуйста, уважаемые коллеги. Голосуем. Да, голосуем. Уважаемые коллеги, я прошу присоединиться всех тех, которые с нами присутствуют онлайн, то есть за экраном нашего с вами монитора. И также присутствующих здесь прошу проголосовать. Кто за то, чтобы принять тот план, с которым мы с вами познакомились, за основу, с тем, чтобы иметь возможность оперативно вносить изменения, если потребуют на это какие-то задачи, которые будут перед нами поставлены. Уважаемые коллеги, прошу проголосовать. Кто, чтобы принять за основу этот план? Спасибо. Я думаю, что положение мы просто. И мне бы хотелось сейчас предоставить слово Юлии Юрьевне Барышниковой.
директору Института иностранных языков, сопредседателю Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Позвольте представить ключевые моменты проекта научно обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области иностранные языки. Данный проект был разработан Российской академией образования. Работа над концепцией предметной области иностранные языки ведется в рамках исследований по созданию инновационного образовательно-методического обеспечения в условиях реализации концепций по предметным областям. Концепции по всем предметам построены в единой логике. В пакет по иностранному языку входят две концепции. Проект научно обоснованной концепции учебного предмета «Иностранный язык» и проект научно обоснованной концепции учебного предмета «Второй иностранный язык». Каждая концепция существует в развернутой и краткой форме. Концепция представляет собой научно обоснованную стратегию развития иноязычного образования в Российской Федерации, в которой определены цели, задачи и основные направления реализации данной стратегии на ближайшие годы, в частности на период до 2020 года. Целью концепции является обеспечить соответствие системы иноязычного образования современным потребностям государства, общества и семьи. В проекте концепции иностранные языки отражены идеи и положения. Следующие идеи и положения. Это концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Это программы развития универсальных учебных действий, которые направлены на овладение ключевыми компетенциями как основы для саморазвития и непрерывного образования. Также сюда входит фундаментальное ядро содержания основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего полного общего образования. Авторы концепции видели свою задачу в следующем. Это исследовать и описать причинно-следственные связи, приводящие к переосмыслению целей и содержания обучения первому иностранному языку и второму иностранному языку, а также к обновлению технологий обучения им. Сформулировать цели обучения иностранным языкам, которые в полном объеме ни в ни в примерных программах на сегодняшний день не обозначены. Обосновать, что цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровне и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации, инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях. Авторы концепции также видели свою задачу в следующем: показать и обосновать, что потенциал иностранного языка как общеобразовательного предмета позволяет в полной мере решать задачи формирования ключевых компетенций личности, обеспечивающих овладение социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в обществе. Одной из основных задач является фиксирование хотя бы в минимальном объеме содержания иноязычного образования. Это требования к коммуникативным умениям и предметное содержание речи, тематику, как основу для дальнейшего составления учебных программ. Сохранить и улучшить условия обучения иностранного языка, позволяющие достичь заявленных уровней владения иностранным языком. Это допороговый и пороговый, которые соотносятся с общеевропейскими компетенциями А2, Б1, а именно раннее начало обучения иностранным языкам, оптимальная учебная нагрузка, возможность выбора уровня подготовки, углубленный, базовый, возможность изучения второго иностранного языка. Также одной из задач являлось выявление проблем организации и реализации иноязычного образования в школе и указание возможных путей их решения. Обозначить перспективу развития иноязычного образования на ближайшие годы. Авторами были выделены три группы проблем. Проблемы методического характера. Недостаточно использовать в педагогической практике возможностей информационно-образовательной среды и современных технологий личностно ориентированного и развивающего обучения,
Это дифференцированное, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве. Недооценка важности формирования метапредметных умений, поиск и анализ информации, планирование высказывания, рефлексия. Недостаток практикоориентированных методических исследований об обучении иностранному языку в разноуровневых и разновозрастных группах, в полиэтнических классах, с одаренными детьми, в условиях инклюзивного образования. Отсутствие обоснованных и четко сформулированных предметных результатов в ВГОС и примерных программах как основу для создания образовательных программ образовательных организаций, для разработки КИМов и для организации мониторинга учебных достижений на разных ступенях образования. Отсутствие апробации учебников перед их внедрением в практику школы. Выделены были проблемы организационного характера. Отсутствие баланса между изучаемыми в средней школе первыми иностранными языками, доминирование английского языка в ущерб немецкому, французскому и испанскому и другим иностранным языкам, которые становятся востребованными. Отсутствие деления класса на подгруппы. В настоящее время данная норма не регулируется на государственном уровне. Для обеспечения достаточного объема устной речевой практики для каждого обучающегося количество учеников в подгруппе не должно превышать 12 человек. Недостаточное внимание к созданию необходимого уровня оснащения кабинетов иностранного языка со стороны региональных органов управления образованием, что существенно снижает эффективность образовательной среды. Также были выделены проблемы кадрового характера. Несоответствие уровня предметной языковой подготовки ряда учителей иностранного языка предъявляемым требованиям. Существенное сокращение учебного времени на языковую подготовку учителя иностранного языка в системе высшего образования. Допуск к преподаванию иностранного языка кадров, не имеющих специального образования или не подготовленных к педагогической деятельности. Коммерциализация системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Ее отставание от современной образовательной ситуации в России. Отсутствие системы консультирования учителей, особенно начинающих, по методическим и организационным вопросам на муниципальном уровне. Недостаточная подготовка учителей иностранного языка для работы в условиях инклюзивного образования с детьми с особыми образовательными потребностями, с одаренными детьми, а также в классах малой, большой наполняемости, полиэтнических и разноуровневых группах. Мы, наверное, не будем представлять расширенный проект концепции, в котором, если обобщенным, можно сказать, что описаны наиболее важные действующие нормативные документы, которые влияют на преподавание иностранного языка, дан анализ иноязычного образования, его роли и места в системе знаний школьников о современном мире, сформулированы приоритетные направления и методы преподавания иностранного языка, описаны факторы, способствующие повышению качества преподавания иностранного языка, наиболее эффективные подходы к его преподаванию, в том числе с учетом региональной специфики. Также сформулированы предложения по модернизации содержания и технологий преподавания предметной области иностранные языки. И предложены структурные и организационные схемы их внедрения. Описаны процессы нормативно-правового, научно-методического, кадрового, материально-технического, программного и информационно-ресурсного обеспечения образовательной деятельности. Описан порядок деятельности по реализации концепции и механизмы мониторинга результатов внедрения концепции. Предложена дорожная карта по внедрению данной концепции на период до 2020 года. В дорожной карте предусматривается нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации концепции, подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации концепции, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации концепции в предметной области иностранные языки. Уважаемые коллеги, если вы или ваши коллеги еще не познакомились с данным проектом, огромная просьба ознакомиться с данной концепцией на сайте предметконцепт.ру. Данный проект открыт для обсуждения. Нам с вами необходимо обязательно принять участие в обсуждении, поддержать, возможно, многие моменты, высказать критические замечания. И если даже нет критических замечаний, то высказать свое одобрение по поводу этой концепции, потому что
те разработчики, которые принимали активное участие в презентации этих концепций, они очень просили это сделать, потому что любой отзыв очень важен для принятия концепции именно в том виде, в котором она сейчас существует, и либо после доработки по внесению ваших замечаний, потому что нам предстоит работать с этой концепцией, нам предстоит разрабатывать дорожную карту на уровне региона, активно обсуждать и реализовывать те задачи, которые в соответствии с этой концепцией будут перед нами поставлены. Поэтому еще раз огромная просьба, уважаемые коллеги, принять активное участие в обсуждении и высказывании замечаний, либо одобрения по поводу этой концепции. Это очень важно для развития предметной области иностранный язык. И плюс к тому, что те основные направления, которые в этой концепции обозначены, будут теми, скажем так, основными ключевыми моментами для внесения изменений вот в то содержание, которое отсутствует сейчас в федеральном государственном образовательном стандарте. Это рамочный документ, но вот как раз та критика, которая была высказана по поводу этой рамочной структуры и обусловила вот внесение последующих изменений в стандарты, и, соответственно, нам предстоит с этими изменениями в будущем работать и на основе этих изменений составлять рабочие программы учебных предметов. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу принять участие очень широкое в обсуждении этой концепции. Сам проект представлен также на данном сайте предмет-концепт.ру. Да, участие, конечно, необходимо принять в обсуждении, так как после утверждения концепции сразу же будут внесены изменения в ввоз нового поколения, затем примерные образовательные программы, и далее уже последуют наши рабочие программы, которые будут составляться на основе примерных образовательных. И, соответственно, будут внесены изменения, поскольку будут изменены примерные программы, будут внесены изменения в основные образовательные программы и будут внесены изменения в существующие учебно-методические комплекты, с которыми нам предстоит работать на основе тех изменений, которые будут утверждены в стандарте. И, соответственно, нам, как Республиканскому методическому объединению, предстоит широкое обсуждение этих учебно-методических комплектов, опять же, высказываний критических, либо положительных, каких-то одобрительных высказываний по этому поводу. Уважаемые коллеги, мы переходим к следующему вопросу. Это обсуждение, утверждение положения о Республиканском методическом объединении учителей иностранного языка. Вы также имели возможность предварительно с ним познакомиться. Мы сейчас не будем еще раз его транслировать. Поскольку критических замечаний не было высказано, надеюсь, что, может быть, в нашей аудитории будет по этому поводу некое высказано предложение. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте мы перейдем к обсуждению, либо какие у вас есть предложения по этому вопросу. Приступить к голосованию? Хорошо. Приступим к голосованию. Уважаемые коллеги, прошу проголосовать и высказать свои голоса, то есть подать свои голоса за утверждение положения о Республиканском методическом объединении, то есть принятие за основу вот тот проект, который был всем направлен на обсуждение. Принять за основу положение о Республиканском методическом объединении учителей иностранного языка. Кто за? Единогласно. И у нас с вами остался еще один вопрос. Это обсуждение формирования состава Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. Согласно нашему положению, состав Республиканского методического объединения
формируется из руководителей муниципальных методических объединений учителей иностранного языка. В тех муниципалитетах, где по какой-то причине еще не созданы республиканские методические объединения учителей иностранного языка, это необходимо сделать, либо назначить ответственного представителя, который будет входить в совет Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. Для этого в самое ближайшее время в муниципалитеты будет направлено информационное письмо с алгоритмом представления информации для формирования и утверждения совета, а также экспертных групп по направлениям деятельности Республиканского методического объединения. В каждом муниципалитете есть так называемая опорная сила из учителей иностранного языка, которые являются настоящими профессионалами в своей области, в своей сфере деятельности и готовы поделиться, готовы транслировать свой опыт и принимать активное участие, в том числе в качестве экспертов на уровне Республики Коми. Поэтому эти формы будут направлены, и я также прошу активно включиться в их заполнение и предоставить эту информацию для оперативной деятельности Республиканского методического объединения. На следующем заседании Республиканского методического объединения мы озвучим то, что мы получили в качестве обратного отклика, и мы уже будем готовы представить те предложения, которые будут утверждены на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И нам необходимо с вами сформировать экспертное сообщество на уровне Республики Коми, которое будет заниматься в том числе и научно-методической экспертизой тех решений, тех вопросов, которые направлены на развитие и деятельность как раз нашей с вами отрасли, и в том числе на развитие и преподавание учебных предметов иностранные языки и второй иностранный язык. И нам также необходимо познакомиться с теми педагогами, с теми лучшими практиками, которые существуют в муниципалитете. И еще раз хотим обратиться с призывом: давайте объединяться, давайте будем предоставлять площадку республиканского уровня для трансляции лучшего педагогического опыта и лучших образовательных практик. Уважаемые коллеги, и поскольку у нас мы планируем состав совета выбирать из тех кандидатур, которые будут представлены от муниципальных образовательных организаций, и также в состав совета будут входить 2 председателя Республиканского методического совета, то по этому составу я прошу провести также голосование. Кто за то, чтобы в состав Республиканского методического объединения входили руководители муниципальных методических объединений учителей иностранного языка и председатели Республиканского методического объединения? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Единогласно. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то еще вопросы, какие-то пожелания, то я прошу вас высказать их. Конечно, пока работа не началась. Тогда, уважаемые коллеги, на этом установочное заседание Республиканского методического объединения учителей иностранного языка будем считать закрытым. Спасибо за работу и благодарю всех тех, которые к нам присоединились
при помощи нашей трансляции. Спасибо за работу. Надеюсь на нашу продуктивную деятельность и на последующие встречи. Всего доброго. Татьяна Владимировна.